С вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте. Я хочу сказать вам, что эта неделя, она особая. Она знаменуется тем, что начинается весна. Ну, а весна – это всегда, как всегда, это праздники, это музыка, это веселье. А если говорить о еврейских традициях, то это Пурим, впереди у нас пасхальные праздники. Короче, нам без музыки и без веселья не обойтись. Поэтому я бы хотел, чтобы нашу передачу, прежде чем я представлю вам своего гостя, я бы хотел вам дать послушать один фрагмент. И чтобы вы мне сказали, что это за музыка и что она вам напоминает. Пожалуйста, первый видеофрагмент, с которого мы и откроем сегодняшнюю передачу. Пожалуйста. Если бы вы видели меня в этот момент, я немножко даже танцевал, потому что музыка это подхватывает, она очень приятна. И наверняка вы уже вспомнили, как называется эта музыка и как часто называются такие ансамбли. Называются они клейзмерские. И музыка клейзмерская. А вот что это такое? Я могу бы вам, конечно, все это тоже сказать, но я далек от этой специальности музыкальной. А вот у нас действительно в студии есть человек, который посвятил свою молодую жизнь знанию этой музыки. Мало того, не просто знанию. Он отправлялся в специальные экспедиции по Белоруссии, встречался с людьми, записывал, это называется полевая работа, записывал говор, записывал музыку, записывал какие-то интонации. И этот человек сегодня у нас в студии. У нас есть прекрасная возможность узнать, что же все это такое, клейзмерская музыка и еврейская культура. Дмитрий Зисл-Слепович. Приветствую. Добрый день. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, вот то, что мы сейчас видели, это типичная клейзмерская музыка? Я не ошибся? Сказал? Совершенно верно. Это типичная клейзмерская музыка, но здесь нужно уточнить, что это музыка белорусского региона. Поэтому, когда мы вообще говорим, что такое еврейская музыка, это всегда какая еврейская музыка, да, там йеменская еврейская музыка, марокканская, да, еще какая-то. Но даже когда мы говорим о Восточной Европе, венгерская еврейская музыка звучит по одному, а литовская или белорусская по-другому. Секундочку. Вот, Скажи, пожалуйста, а мы можем, вот что бы ни играли, вот мы закрыли глаза, да, мы ничего не видим, но слышим, да, и сказать, нам играет музыка, и мы скажем, это еврейская музыка. Есть какой-то такой интонационный момент во всем этом, что мы обязательно догадаемся или почувствуем, это еврейское. Безусловно. То есть, конечно, нужно иметь ухо, которое, так, если нам... Для начала. Для начала, да, которое различит. Если нам сыграют, допустим, человеку непосвященному японскую музыку, а потом вьетнамскую музыку, то человек несведущий не различит их, наверное. А уже человек, который знает, что такое гагаку, энгаку, он скажет, вот это такая японская придворная музыка. Наверное, то есть какая-то базовая подготовленность уха должна быть, но в целом... К еврейской музыке. К еврейской, к любой музыке.
Вот. Но, конечно, человек, который хоть как-то, каким-то образом слышал хоть раз в жизни еврейскую музыку, он, конечно, определит. Знаете, выдающийся немецко-еврейский музыковед в 30-х годах Эрнст Курт в 30-х годах сказал, что музыка не в тонах, а между ними. И мои коллеги, старшие коллеги, профессора, этномузыкологи в Беларуси, в Украине и так далее, они записывали белорусских, украинских музыкантов, которые играли еврейский репертуар. Но играли они его по-своему, они играли как бы переинтонировав его по-белорусски, по-украински. А скажи, пожалуйста, откуда взялась вот это по-своему? Это что? Это какое-то соединение с музыкой этого народа, где находится та или иная группа евреев? Шире. Это вид культурной экспрессии, это вид культурного самовыражения, и он теснейшим образом связан с языком, с акцентом языка. Знаете, одна из женщин, которую я интервьюировал в Бобруйске, сказала так с сожалением: да, вы знаете, сегодня вот звучат песни на идиш снова, вот кто-то их разучивает, но вот уже акцент не тот, вот уже не так, как пела моя мама. Вот. И поэтому это теснейшее, это, знаете, выражение целостности, культурной целостности человека во всех, в жестах, в танце, в музыке, в еде. Когда оно меняется, меняются акценты. Поэтому, конечно, люди, которые происходят из разных народов, из разных этнических групп, они по-своему слышат каждую музыку и по-своему ее воспроизводят. Это естественно. Понятно. Значит, смотри, я бы хотел, как всегда в наших передачах, мы стараемся больше узнать о тех людях, которые с нами вместе живут, вместе с нами осваивают новую жизнь. Но прежде чем они начинают осваивать новую жизнь, они имеют предыдущую жизнь. И ты музыкант, да? Ты играешь, Да, вот у нас как бы стоит в кустах кларнет, так что он еще сыграет свое. На чем ты еще играешь? Я играю на фортепиано. Моя первая специальность была фортепиано, клавишные инструменты, клавесин, орган. Играю на духовых, кларнет, саксофон, флейты. Скажи, пожалуйста, ты вырос в Беларуси? Да, я вырос в Беларуси, да. У тебя семья говорила на идиш. Откуда у тебя, так сказать, страсть к идиш культуре? Моя семья, мои дедушки и бабушки говорили на идиш, и я с детства напитался этим языком, его звуковым образом он проник. Я помню, бабушка проводила, бывало, 2 часа, разговаривая с подружками на идиш по телефону. Вот. А как же песни Пахмутовой, Магомаева в исполнении? Это звучало, это было частью среды, это частью, так сказать, фоносферы. Ну вот если, например, вот стоят 2 приемника, да? Один приемник передает еврейскую музыку, второй приемник передает песни в исполнении Магомаева или еще кого-нибудь там. Какой ты приглушишь в то время? Я боюсь, что в то время никакой приемник еврейскую музыку не передавал. Это вполне ожидаемый, очевидный ответ. Вы знаете, когда я, собственно, начал всерьез заниматься академическим изучением еврейской музыкальной культуры, я был на 2-м курсе консерватории, мне следовало написать курсовую работу по белорусскому фольклору. И вот профессор... Это какие годы? Это 97-й год. И вот профессор Тамара Семеновна Якименко, известный этномузыколог белорусский, она подозвала меня и говорит: вы знаете, вот у нас в кабинете фольклора есть коллекция, записанная на магнитофон в 80-м году нашей студенткой. Тогда ей не дали защитить диплом по этой коллекции. Это была коллекция идишских песен, которую она записала от какой-то женщины в Минске. Совершенно ужасного качества, конечно, там какое было качество в 80-м году на этих бобинных магнитофонах. Вот. И, собственно, с этого все началось. Я с этой записью пошел к покойному ныне писателю, поэту Гиршу Релису, последнему идишскому такому, мастодонту, можно сказать, идишской литературы в Беларуси. И он, еще будучи приятелем моего дедушки со старых времен, который тоже был идишским поэтом, значит, он мне, во-первых, перевел тексты с идиш, во-вторых, он сказал: а вот у нас в Чашниках пели эту песню по-другому. И у меня был с собой магнитофон, и я его записал. И вот с этого, собственно, все началось. Поэтому в какие-нибудь дремучие 80-е годы эта музыка не то что, так сказать, не вещалась. Был танцевальный ансамбль Моисеева, который танцевал образцово-показательную еврейскую свиту. Вот у нас есть некое еврейское искусство. Я, кстати, не уверен, что этот ансамбль танцевал в 80-е годы. Я видел его в 90-е годы уже. Вот. Поэтому
А потом, в 90-е годы значит, рухнул этот барьер, да, и, конечно, никто ничего не знал, мы все учились рядом, профессора, ученики, артисты, познавали то, от чего были оторваны, что было забыто. Иногда я видел не очень здоровую конъюнктуру, когда люди хотели, так сказать, на этом вылезти и построить себя как профессиональные евреи. Вот. Я их не осуждаю. Но это уже было как бы нормально интересоваться еврейской культурой, нормально заниматься еврейской музыкой. Барьер рухнул. То есть вот, например, ты отправлялся вот в разные экспедиции, да? И там ты что, записывал музыку, записывал разговоры с людьми? В чем заключалась цель Я ставил экспедиции? камеру, я ставил, значит, диктофон. И мы вместе с моей научной руководительницей, вот покойной Ниной Самуиловной Степанской, мы просто беседовали с людьми, расспрашивали их значит, о еврейской музыкальной жизни, о том, как вообще о жизни. О том, как были свадьбы, проходили. Ведь было очень много подпольной еврейской жизни. Ну скажи, пожалуйста, евреи любят поговорить, да? Или наоборот, как они с тобой разговаривали? Знаете, У них люди был раскрывались. страх или как бы закрытость, или они... Чаще всего нет. Вы знаете, в чем-то эти экспедиции было невероятно легко и приятно проводить, потому что люди, с которыми мы беседовали, они осознавали важность того, что происходит. Вы говорили на каком языке? Чаще всего по-русски мы говорили, но со временем я осознал необходимость просто того, чтобы обращаться на идиш. И, кстати, несколько людей говорили, мы будем говорить только на идиш. А Вот. ты уже знал? Или К этому ты моменту всегда я знал? как-то, знаете, так, искалеченный, брохенер идиш, был такой искалеченный язык, кое-какой, с неправильной грамматикой, я его учил на ходу, я его собирал на ходу, этот язык, вот, и поэтому, и тогда люди раскрывались совсем с другой стороны. Некоторые люди, наоборот, они были поражены, когда я начинал уже изначально интервью на идиш, о, такой молодой, говорит на идиш, как такое может быть. И они начинали, это язык, на котором некоторые из них не говорили по 60 лет, вы можете себе представить. И они начинали, соответственно, вот язык, который звучал 60 лет назад и более, пробуждал в них целую волну воспоминаний о жизни, о доме, о родителях, о том, какие песни пели, о том, какие музыканты Вас интересовало играли. все это, да? Или только музыка вас интересовала? Конечно, Или вас меня- вообще весь пласт еврейской жизни, жизни местечка? Конечно, все вместе, как система, как целостная жизнь. То есть, конечно, музыка была в фокусе, но музыка ведь она не существует вот как трек на компакт-диске. Включил, и вдруг оно возникло. Музыка, она существует в народе, в жизни, в быту. И, в общем-то, клезмерская музыка, насколько я понимаю, вот много читал тоже об этом, это музыка каких-то событий, скажем так. Это бар-мицва, свадьба, это какие-то события. Да, это прикладная скажем. музыка. Да, это да, прикладная музыка. И поэтому клезмеров так называли свадебные музыканты в многочисленных очерках еще 100 и более летней давности. Если мы возьмем русскоязычную еврейскую прессу, которая была в изобилии, там, «Восход», «Новый восход», «Рассвет», «Вестник распространения просвещения между евреями и Россией», то это свадебные музыканты прежде всего. И когда клезмеров стали записывать первые этнографы еврейские, этномузыкологи, как Зиновий Кисельгов, Юлий Энгель, они отмечали тоже, об этом писал Моисей Береговский, известный исследователь еврейского музыкального фольклора, Софья Магид. Ну скажи, пожалуйста, вот мы говорим, вот мы слушали клезмер, ансамбль клезмерский, и вот эта музыка, как ты сам сказал, прикладная, то есть музыка свадеб, а была еще и другая еврейская музыка? Во-первых, Кроме клезмерской, скажем так. безусловно, была. Но дело в том, что евреи в местечке, скажем, да, 100 лет назад там, и более, в филармонию не ходили, в оперный театр не ходили. К сожалению. Они многие даже не А, кстати, догадывались. вообще, я знаю, мне кажется, я помню, что в Иерусалиме, в старом городе нельзя было играть. Да, это Только на барабане там или еще на чем-то, да? Этот запрет связан с трауром по разрушению храма, который был объявлен, значит, консорциумом То есть были еврейских какие-то мудрецов. ограничения наложены на еврейских музыкантов? После 70-го года, когда был разрушен храм, буквально несколько лет спустя, явно в Израиле собрались мудрецы, Талмидей Хахамим, во главе с Йохананом бен Заккай, большим еврейским мудрецом, они приняли кодекс
жизни в диаспоре, важнейший кодекс выживания евреев в диаспоре. И они приняли правила о трауре. И, естественно, инструментальная музыка – это веселье. Музыканты, тем не менее, были в еврейской среде, и, во-первых, им разрешали играть для неевреев на нееврейских свадьбах, чтобы они могли выжить, это как заповедь, чтобы человек мог выжить. Вот. А во-вторых, есть заповедь другая – увеселять жениха и невесту. Да? И суть еврейской свадьбы – это там, не прийти напиться и поплясать, а это сделать все, чтобы увеселить вот короля и королеву на свадьбе, жениха и невесту. А ты мог бы нас сейчас увеселить? Мог бы, хотя, да. Что-нибудь спеть, что-нибудь сыграть. Вот Да. будем считать, Ну, раз я уважаемые уже- телезрители, раз считайте, что вы сейчас на торжестве. Вас пригласили. Это свадьба, это бар-мицва, это какое-нибудь другое торжество. И нас увеселяет с вами. Да, значит, ну, в еврейской свадьбе был целый процесс, это был целый ритуал большой, и многое из него было забыто. Вот были вещи, как усаживание невесты, когда ее отдельно выводили, усаживали, такие играли Кале Базецен, например. Вот, это были такие, значит, Я даже представил. Вот ты сейчас играешь, я себе представил эту такие невесту. плачевые наигрыши. Вы знаете, многие невесты, особенно сироты, когда сирот выдавали замуж, они падали в обморок. И поэтому музыкантов ругали, чтобы они не играли так жалобно, особенно скрипачей. Но вообще была специальная музыка я читал, для невест, женихов, которые сироты, да? Была Ну, специальная да, музыка. да, вот именно об этом идет речь, что очень иногда жалобно играли, значит, скрипачи, кларнетист, чаще скрипач, который прямо стоял рядом. Невесты падали в обморок, об этом есть воспоминания, это документировано в воспоминаниях, значит, современников. И да, их ругали, то есть зачем вы доводите бедного ребенка, значит, а фактически это были дети, которые выдавали замуж. Вот. И потом уже, когда, значит, был весь ритуал, вся хупе было, и после этого, конечно, играли радостные танцы, значит, марши от хупы, которые фундерхупе. Вот. Иногда, кстати говоря, музыканты, как были они наиболее просвещенные в культурном отношении пласт, и поэтому их иногда и называли апикойрес, апикорсим, значит, безбожники, что они, значит, были слишком далеки. А они имели доступ к европейской музыке, к той музыке, которой обычный житель местечка не имел доступа. И мне удалось записать... А что значит доступ? Тогда же не было речь о том, что кассет еще, в кажется, том-то не и было, дело, да? и CD в филармонию не ходили, в оперы не как ходили. они этот доступ От получают? нееврейских Они ездили коллег, куда-то? от нееврейских коллег, от польских музыкантов и так далее, которые играли все эти вещи, уже, так сказать, приспособленные к бытовым нуждам. И вот я записал 94-летнего в ту пору уже ныне покойного еврейского актера, дирижера хора в Минске, Абрам, Абрам Достойный. Сущин. Да, и он вспоминал, что в 20-м году он был на свадьбе. Играли свадебный марш из Аиды Верди, но играли по-еврейски, к вопросу. Вот я хотел сказать. Вот, то есть и вы играли с этими миткрехцен, да, со всеми этими стонами, со всеми еврейскими, тем, вообще, что составляет кстати, природу и речевую природу языка идиш и в культурной экспрессии. Но вообще, если по большому счету, получается, что вся эта музыка, она народная. Да, ведь каждый имел возможность импровизировать, имел возможность свои какие-то, вот то, что ты сказал, какие-то повороты, неожиданные какие-то да, замедления и подъемы, нет? И да, и нет, потому что, с одной стороны, как бы эта свобода, она в любой музыкальной традиции присутствует, да, свобода интерпретации.
С другой стороны, вот есть некий стержень, от которого, если ты отклонишься, то это уже будет не еврейская, то есть а цыганская музыка. Тот же репертуар, те же там дойны, сырбы и так далее. То есть вопрос в том, как. Вот. Не вопрос что, а вопрос как. То есть можно взять Митя одну и сыграл ту же Верди, да? вещь, можно взять одну и ту же практически Да. вещь, и она может иметь интонацию еврейскую Да, и то есть интонацию цыганскую. Любую, да, еще то есть другую. тот же марш ему можно Ну да. как положено сыграть, да. Как он звучит в оркестре, значит, в третьем акте Аиды, да, триумфальный марш. А можно сыграть вот, значит, так, чтобы это был еврейский марш. Да, поэтому самое существенное, это, Дерикер, как говорят, это не что, а как. Вот. Потому что если мы говорим о каких-то исконно еврейских, значит, там, музыкальных жанрах, ну что значит исконно еврейские? Там 2-3 тысячи лет назад они были. Не было их, нет, клезмеров не было. Само слово клезмер в 17 веке возникло. Вот. Поэтому мы говорим о каких-то напластованиях, но и о каком-то стержне в то же время. Скажи, пожалуйста, ну вот ты отправляешься в экспедицию, и 10 лет ты как бы собирал вот этот весь материал. Да. Куда он весь ушел? Что ты с ним сделал? Этот материал был, значит, записан. Во-первых, у меня еще в Минске, откуда я родом, был ансамбль «Минскер Капелье», с которым мы до моего последнего дня в Беларуси успешно гастролировали по Европе, России, и в родной Беларуси делали разные культурные мероприятия. Вот. И поэтому я, естественно, брал вот самые яркие, интересные песни, инструментальные наигрыши, и мы играли. То есть мы их обратно оживляли. Вот. И они, как оказывалось, не утратили немало эту способность, да, обращаться прямо к сердцам людей, заводить их. Значит, А скажи, пожалуйста, вот концерты, вы делали концерты там в Беларуси или где-нибудь там По всей в Европе, да. Да. Кто слушатели, зрители? Это евреи, Современные только люди. евреи? Нет. Или это не обязательно евреи? Это современные люди, это жители Европы, Беларуси, России. Во-первых, понятно, что, значит, там, еврейская община в Европе и даже в бывшем Советском Союзе, она сильно уменьшилась по разным причинам. Вот. И поэтому приходили совершенно разные люди. И, во-первых, да, и я, знаете, есть много даже сейчас в Германии и в Голландии и так далее клезмерских ансамблей нееврейских, значит, и в Китае даже, в Японии, где китайцы, японцы, немцы, голландцы играют еврейскую музыку. Я в свое время интервьюировал этих музыкантов, пытаясь выяснить, да, что их подталкивает. И первая причина, которую все называли, она просто красивая музыка. А ты считаешь, вот все-таки они улавливают вот этот вот колорит, вот какую-то зависит тонкость это от еврейскую, музыкальности. если он японец или там китаец? Это зависит от музыкальности человека. Вы знаете, есть на сегодняшний день ведущие в клезмерской общине, так сказать, в клезмерском мире музыканты, абсолютно не евреи, немцы. Есть несколько немецких музыкантов, которые преподают и которые даже художественные руководители некоторых крупнейших еврейских фестивалей. Кристиан Давид, берлинский кларнетист. Совершенно потрясающий кларнетист. Он одна из крупнейших ведущих фигур сегодня в еврейской музыке. Вот. Или Санна Мёрике, аккордеонистка немецкая. Вот. Это То есть, люди, если которые... человек играет еврейскую музыку, это еще совершенно не значит, что он еврей. Абсолютно нет. Ну, или он культ, как по-английски говорят, culturally Jewish. Объевреен немножко, да, значит, это речь идет так, но это опять же не специфично только для еврейской музыки. Многие американские, европейские, бывшие советские музыканты уезжали в Индию, например, и играли с индийскими музыкантами, они обиндивались. Да, это речь о том, насколько человек себя посвящает этому делу, и насколько он глубинно в это идет. Вот. Или там Курт Бёрлин. Твои родители музыканты? Нет, а мои родители филологи. Переводчики. Так, мой отец профессор английского, заведующий кафедрой деловым английским в университете в Минске. Моя мама переводчик, редактор. Вот. Они получили базовое музыкальное образование, как многие дети в Советском Союзе, ходили в музыкальную школу. Мама собиралась стать музыковедом, но в итоге пошла в Институт иностранных языков, в ИНЯС. Вот. И меня родители, честно говоря, когда я вот так нацелился, я вот иду в музыку. нацелился? Почему ты вдруг нацелился? Во-первых, музыка, во-вторых, еврейская музыка. Я думаю, это было иррационально. Просто музыка. Я просто был... К 5 годам я уже понял, что я
я музыкантом буду или есть. Другого пути я для себя не А видел. что, ты любил слушать, ты Да, я любил играть? слушал. Мои родители часто музицировали дома. У нас дома всегда было много пластинок, бобин, значит, звучало много хорошей музыки. Не только классической, популярной, всяческой, народной. Вот. То есть, мой отец привез, работая гидом-переводчиком там, в «Спутнике», греки ему подарили пластинку с греческой музыкой. Это моя была любимая пластинка. Потом, когда я уже вошел в еврейскую музыку, я понял, что там общие средиземноморские корни, может быть, это как генетическое было тяготение к греческой музыке, поэтому. Ну, я греческую до сих пор люблю очень музыку. Вот. А как ты пришел к еврейской музыке? К еврейской музыке я пришел следующим образом. Меня пригласили петь с 12-летним мальчиком в только что формировавшийся еврейский хор. Еще был Советский Почему Союз на вдруг дворе. тебя пригласили в еврейский хор? Моя сестра меня привела, скажем так, она занималась в музыкальной школе. Моя сестра не стала музыкантом, но она училась по фортепиано и скрипке. Вот, и она тоже очень музыкальный человек. Ее учительница по сольфеджио организовывала еврейский хор. Она недавно, То есть незадолго это было до в течение этого... обстоятельств, это не было В течение только- обстоятельств, да. Вот. Она незадолго до этого приехала там, из Казахстана, где ее муж был военный. Вот она приехала в Минск и решила заняться как человек Еврейским деятельный. хором. Еврейский хор, да. Окей. Идыша я не знал ни слова. Мы пришли на это первое занятие, записывали слова там кириллическими буквами, да, не понимая там, о чем мы пишем. Там «Аздеребель мейлах из геворн зер фрейлах», да, или там «Афен припечек, брента файрл» и так далее. Значит, популярные песни, которые уже упомянутый Гирш Релес нам подарил, так сказать, потому что никто ничего не знал, не было никаких источников, самых элементарных фактически. Вот. И с этого Но вы хоть знали, началось. что вы поете по-еврейски, а не на арабском и не на Нет, китайском? это был целенаправленный еврейский хор. Вот. И поэтому вот как бы с этого все началось, а потом уже, конечно, я вырос там и пошел в такую специальную музыкальную школу при консерватории, музыкальный лицей, стал музыковедом. И для меня соединилось исполнительство и наука вместе. Я основал потом свой ансамбль клезмерский уже спустя несколько лет. Вот. И мы стали вот как бы постепенно в это. Мы все учились, как я сказал. Вот ты говоришь о том, что твоя сестра музыкантом не стала, хотя она хороший скрипач, да? А ты стал музыкантом благодаря вообще всему тому, что в доме звучала музыка. А вот как ты думаешь, почему так? Сестра не стала музыкантом, а ты стал. Ну, я думаю, что одного музыканта в семье достаточно. Знаете, это такая... Ну, в принципе, как бы все закладывается в детстве, да? Да, все закладывается в детстве. Моя сестра могла стать музыкантом, это был ее выбор. Вот, потому что жизнь музыканта очень, так сказать, очень непростая. Я не хочу жаловаться ни в коем случае. Я очень люблю свою жизнь и, так сказать, то, чем я занимаюсь. Я считаю, что это счастье. А что значит непростая? Что ты в это вкладываешь? Ну, знаете, есть люди, которые... Нет, не есть люди, а, наверное, все любят стабильность. Да? Вот пришел там, отработал с 9 до 5, ты знаешь, там тебе раз в 2 недели придет пейчек, там, и все стабильно, в общем. А жизнь музыканта, она такая очень условна. То есть, если, Ты поэтому если сделал кандидатскую, ты PhD. Да, я преподавал, был в академии. Для этого ты, чтобы тоже сделать свою жизнь более стабильной? Ну, конечно, то есть я был в академии не для того, чтобы сделать жизнь более стабильной, опять же, потому что я очень люблю преподавать, и потому что я, собственно, я был музыковед, и я есть музыковед. Вот, это как бы одна важная часть моей жизни, вот, и неотъемлемая. И я преподавал до последнего дня в консерватории, в лицее при консерватории в Минске. Но если ты только музыкант, концертирующий, то эта жизнь, в общем, такая не настолько стабильная и очень такая разноплановая по загрузке. Но это интересная жизнь, и в ней есть много других моментов, которые компенсируют отсутствие вот этой стабильности. Да? Как путешествие по миру, например, да? Посмотреть мир, встречать разных людей, слушать разную новую музыку. Это по-своему интересно очень. Я это очень люблю тоже. Скажи, пожалуйста, ну вот жизнь, еврейская музыкальная жизнь в Америке, она более разнообразна или наоборот менее по сравнению с Белоруссией, где жили вот евреи? Я вам так скажу. Мы сделаем так. Мы сейчас с тобой прервемся на рекламную паузу, потому что я чувствую, это интересный будет разговор. Уважаемые телезрители, мы с вами продолжим разговор о
музыке, о еврейской музыке, о клязмерской музыке и вообще как из детей, которые слушают дома пластинки от папы и мамы, становятся музыканты на всю жизнь. У нас в гостях Дмитрий Зисел-Слипович, и мы с вами продолжим сразу после рекламы. С вами Борис Тенцер, и мы продолжаем передачу «Контакт по понедельникам». У нас сегодня, накануне начала весны, накануне праздников, еврейских праздников, Пурим, Песах, и многих других интересных событий, как всегда, то, что приносит весна, лето. У нас сегодня разговор о музыке. И музыке не просто вот музыке, а музыке, которую все мы хорошо знаем. Куда мы не придем на праздник? Бар-мицву, свадьбу, мы приходим просто к друзьям, мы хотим потанцевать и повеселиться, и мы слушаем, включаем, мы играем именно эту музыку. Вот сейчас, пока шла реклама, мы разговорились в студии, и зашел разговор о 7.40, о музыке 7.40, которую все танцуют, все знают. Но мы знаем только каких-то как бы два варианта, две вариации, два куплета. Оказывается, их намного больше. И это нам рассказывает, и сегодня много интересного мы узнаем, благодаря нашему гостю Дмитрий Зисел-Слипович. Он музыкант, он руководитель ансамбля «Литвакус», который, кстати, будет 4 числа будет выступать в ресторане «Националь». Простите. И поэтому мы об этом всем поговорим. Но для того, чтобы опять мы вошли в настроение музыки, я бы хотел, чтобы опять мы послушали какой-нибудь с вами фрагмент из этой музыки. Пожалуйста, фрагмент музыки Klezmers. Кстати, эта песня к Пуриму, да? Да. У нас в гостях Дмитрий Зисел-Слипович, и он нам все расскажет об еврейской музыке. Во всем сознаюсь. Всем сознается. Скажи, пожалуйста, это именно вот типичная песня для Пурима? Ты поешь? Да, это ты не только играешь, ты и поешь еще? Да, я пою. Да. И она играется именно на Пурим. Да. Это на украинском идиш, значит, на украинском идиш Пурим будет перем. Значит, и мы не только, значит, моим ансамблем, мы концентрируемся на белорусской, так, литвацкой музыке, но мы играем и поем всякое, значит, и, конечно, замечательная песня. Где взять Пурим хоть 20 раз в неделю? Вот. И так, конечно, это запись, мы сыграли концерт год назад в синагоге на 6-й улице, известной своими, так сказать, культурными мероприятиями самыми разными. Кстати, я там преподаю идиш в том числе. Вот, и в этом году мы тоже будем играть эту песню, вот 4 марта на концерте в ресторане «Националь». 4 марта, это в 5 часов вечера, да, в ресторане «Националь» в Бруклине. Да. В Бруклине, в Нью-Йорке. Скажи, пожалуйста, а вот, да, маленькая Одесса. Скажи, пожалуйста, а вот состав ансамбля, он варьируется, это все меняется? Да, конечно. Вы знаете, опять же, я вот записывал интервью с людьми, которые я всегда просил, скажите, вот кто играл, значит, на свадьбах или, значит, и называли совершенно разные составы, играли на том, что было. Значит, иногда там труба, барабан там, и виолончель.
или труба, барабан, цимбалы. То есть нет чего-то обязательного. Нет, ну, конечно, есть мелодические инструменты, как скрипка или кларнет, которые могут передать вот всю гибкость мелодии, которую может голос передать. И, конечно, в этом плане скрипка или кларнет были предпочтительны. Вот. Они фактически, на них можно говорить на идиш, на инструменте. Также, когда мы танцуем, значит, так, еврейские, клезмерские или идишские танцы, мы говорим на идиш телом. Вот, да, значит, это совершенно особая манера танца. То есть вот эта вот еврейская привычка говорить руками, она оттуда? Безусловно, безусловно. Скажи, пожалуйста, ты сказал, что ты преподаешь даже идиш. То есть теперь ты не просто уже знаешь идиш, ты уже готов преподавать, уже преподаешь? Ну, кроме, значит, знаете, лучший способ выучить что-то начать преподавать. На самом деле, конечно, я знал идиш, как я сказал в первой части передачи, я его выучил где-то в начале 2000-х годов, и мне это безумно помогало в моих экспедициях, когда я обращался к людям на идиш, они по-другому раскрывались абсолютно, хотя они знали польский или белорусский или русский, и фактически это всегда было очень многоязычное интервью. Да, но тем не менее я начал преподавать идиш, как любую вещь, как я раньше преподавал музыковедческая дисциплина, но упорядочивается по-другому в сознании. Значит, начинаешь искусство строить. Преподавать это совсем это не то, что где говорится. синагога находится на 6-й улице, Виллидже. 6-й стрит, 1-я и 2-я авеню. Между 1-й и 2-й авеню, Виллидже, да. это Манхэттен, мы говорим о Манхэттене. Но я знаю о том, что у тебя есть такой типа клуб или кружок, или разговорный, как бы, я не знаю, посиделки. Да, посиделки, это в еврейском центре в Бенсонхерсте, да? Да, вот меня... Что это такое? Знаете, что это такое? По сути, приходят люди, в основном, кому за, и которые слышали идиш в детстве. Это и американские евреи, и бывшие советские евреи, но которых объединяет идиш или какой-то хотя бы рудиментарный. Некоторые очень хорошо говорят на идиш. Из разных регионов, каждый говорит на своем диалекте. Ну, понимают друг друга. Да, все понимают друг друга. И мы собираемся уже года 2, наверное. Вот для меня это очень стало важной частью моей вот жизни. ты говоришь, возраст самый-самый, но молодые приходят? Туда не приходят. Туда в основном приходят люди, кому это на посиделки ты имеешь в виду, да? Да, а на учебу? А на учебу самые разные. То есть от молодых специалистов, так сказать, да, 25, там, 30, и до пожилых, то есть тех, кто с нуля хочет выучить идиш, просто потому что они считают, что для них важно, их там бабушки, дедушки, кто угодно говорил, а они вот ни слова не могут сказать. До тех, кто хочет вспомнить язык, те, с кем разговаривали или не разговаривали родители, те, кто слышал от родителей или бабушек. Но я знал семью, и притом не одну семью, которые прекрасно знали идиш, но которые евреями не были. Ну, таких случаев огромное количество. Это другой случай. Кстати, приходят не евреи тоже учить идиш в университет, по крайней мере, ко мне. Вот. Но ситуация в Восточной Европе зачастую была такая, что евреи были национальным большинством, а не национальным меньшинством. В некоторых местах, некоторых местечках. Во всей черте оседлости, установленной там Екатериной II. То есть вся эта вот Беларусь, Украина, Литва, Латвия, Восточная Польша, да, вся Польша фактически. И поэтому совершенно естественно, что нужно было поддерживать экономические отношения, да просто, в общем-то, жить вместе. Все жили вместе со всеми, да, евреи, татары, поляки, белорусы. Говорили все на идише и пели все еврейские песни. Да, моя прабабушка знала 2 языка, идиш и белорусский. Ну и молилась она на лошен кейдиш, значит, молила, понятно. Да. Хорошо, вот сейчас мы попробуем посмотреть еще один фрагмент. У нас несколько фрагментов, может быть, мы успеем максимально посмотреть. Интересно, есть какая-то вот этих фрагментах. Вот мы смотрели первый фрагмент, вот второй это Пурим. Первый это просто была клязмерская музыка. Первый это были белорусско-еврейские польки. Да, и вот давайте пока посмотрим, следующий что же фрагмент. Там в третьем фрагменте? Ey,
Это что такое? А вот это вообще Объясни была нам. изначально цыганская песня, которая была переведена на идиш, в народе, так сказать, и стала еврейской песней «Шпрайзих мир». Бегу я себе, иду по дороге, вот на ярмарку, по дороге напился, уже забыл, зачем шел. Вот. И, кстати говоря, вы видели сейчас замечательную актрису и певицу Даниэлу Рабани, которая выступает с нашим ансамблем. Она очень талантливая молодая актриса, которая с нуля, вот так же, как и я, абсолютно с нуля вошла в идишскую культуру, она играет вот... А она откуда сама вообще родом? Она родилась в Нью-Йорке, А, да. но она, как она любит шутить, говорит, я родилась от смешанного брака. Мой папа сефард, израильтянин, а мама из немецких евреев, значит, ашкеназских. И поэтому бабушка говорит на немецком, на идиш, да, а папа на иврите. Значит, да, Хорошо, я уверен, что у нас там есть желающие с тобой поговорить, поэтому, уважаемые телезрители, сейчас будет на экране номер телефона. Пожалуйста, звоните, это прямой эфир, и вы имеете возможность нашему гостю Дмитрию Зисл-Слиповичу задать вопросы или прокомментировать. Может, у вас есть какие-то очень интересные. Видите, он специально в экспедиции ездил, 10 лет бродил по местечкам Белоруссии. Может, вы сейчас что-то такое скажете. Правда, не очень долго. Если что-то очень интересное, вы сможете с ним связаться, мы узнаем его координаты, его имейл. Но я хочу напомнить, прежде чем мы сейчас с вами продолжим разговор, о том, что больше музыки, видите, у нас маленькие фрагменты, больше музыки вы можете услышать 4 марта. 4 марта в 5 часов вечера в ресторане «Националь». Это Бруклин, это Нью-Йорк. Пожалуйста, приходите. Ну, начнем разговаривать и с вами, уважаемые телезрители. Бостон Суламит. Когда раздается такое имя, я всегда с удовольствием его слушаю. Да, Суламит, здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Доброе. Такое счастье, просто невозможно выразить. Где вы выкопали этого человека? А он сам выкопал. Меня еще не закапывали. Да, слушаем вас. Я услышала у вас имя Кисельгов, Зиновий Аронович Кисельгов. Это был замечательный человек, который руководил еврейским клубом в Ленинграде. И мои родители ходили туда. Потрясающе. И я его видела, когда он из тюрьмы вышел. Вскоре он умер в 1939 Да, году. да. Дело в том, что у меня есть его песенник, им изданный в 1915 году. Потрясающе. Если вас это интересует, я с удовольствием отдам, потому что мне 84 года, и я уже не Вам знаю. 84 года? У вас прекрасный голос молодой. Я Знаете, никогда бы не меня знал. это безумно интересует, как вы могли заметить, то, что мы делаем с моими коллегами. Мы берем вот это старое наследие, и мы его оживляем сегодня, чтобы оно звучало, чтобы учились молодые, чтобы это звучало из поколения в поколение. Поэтому, пожалуйста, оставьте ваши координаты. Хорошо, мы и- скажем, Хорошо. или твои Запишите координаты, с мой которых... телефон. Хорошо, значит, мы сделаем так, Суламев. Сейчас мы продумаем вместе с Дмитрием, как лучше будет связаться и как сделать. А мы пока переедем... Подождите одну минуточку. Да-да. Да. Во-первых, моя мама была еврейская певица. И в 1936 году она заняла первое место на Олимпиаде всех народов. Премию присуждал Мейерхольд. Ой, нет, не Мейерхольд, этот знаменитый еврейский... Михайлс, наверное. Михайлос, да, Михайлос. Теперь я хочу сказать, что в Бостоне есть еврейская консерватория. Тоже очень интересно. И будут ли у вас гастроли в Бостоне? Хорошо, И спасибо. Сейчас... последнее. Да-да. В Ленинграде есть русские люди, которые собирают еврейские песни, еврейское наследство. Я тоже знаю их телефон. Но будьте здоровы, всего самого хорошего. Хорошо, спасибо. Большое спасибо, Суламев. Я так просто порадовали. Во-первых, да, позвольте ответить, значит, на ваши вопросы. С коллегами, наверное, вы имели в виду бостонский Klezmer Conservatory Band, которым руководит Хан Куснецкий. И мы вместе работаем с ним. Вот сейчас со мной играла скрипачка из этого легендарного ансамбля Ейко Миранда Эл Малех.
И да, и вообще в Бостоне очень интересная еврейская жизнь. И Хэнкус фактически организовал на базе консерватории в 80-е годы вот этот ансамбль, который один из легендарнейших клезмерских ансамблей. Я очень надеюсь, что я приеду в Бостон. Я приезжал в Бостон уже 2 лета преподавать еврейскую музыку для детей на базе Брандайского университета на летних программах, и это очень здорово, что дети интересуются еврейской культурой. Вот. Но я надеюсь, что мы приедем с Литвакусом в Бостон, это одно. Второе, я в Петербурге, в Ленинграде, Петрограде, я знаю людей, которые заняты идышской культурой, занимаются, вне зависимости, они евреи, не евреи, это и Женя Хазданы, которые всю жизнь отдали этому, они занимались организацией Клесфестов в Петербурге. Это совершенно, да, мне это известно, и, конечно, мне бы очень хотелось получить вот сборник, который вам... Это вы рассказываете потрясающие интересные истории, которые я вот записывал, я очень люблю записывать. Это не написанная история, это безумно ценно. Вот об этом стоит рассказывать будущим поколениям. И о вашей маме, о ваших родителях, о том, что вот вы встречались с Зиновием Ароновичем Кисельгофом, замученным в сталинских застенках. Это живая история. Спасибо вам большое. Да, и мы слушаем живую историю дальше. Массачусетс, Виктор. Здравствуйте, Виктор, вы с нами в студии. Здравствуйте. Я хочу вас спросить, ваши экспедиции были сугубо музыкальными или это были этнографические экспедиции, где занимались, кроме сбора музыкальной памяти еврейской культуры и другие культурные реликвии евреев? И второе, значит, вы, видимо, имели дело с теми, кто вернулся в Белоруссию из оккупации, потому что очень мало евреев в Белоруссии пережили оккупацию. Так вот, встречались ли вы с теми, кто пережил оккупацию, и какие-то сведения еврейской жизни, ну, самые ужасные, естественно, в оккупации у вас есть? Спасибо. Хорошо, спасибо, Виктор. Спасибо, Виктор. Значит, первое это... Да, я помню. Значит, во-первых, конечно, когда приходишь к людям, начинаешь, то есть меня интересовала прежде всего музыка. Музыкальная жизнь еврейская самая разнообразная, не только клезмерская или народные песни, канторское искусство, все что угодно, да, музыкальное на улицах. Это было в фокусе. Но, во-первых, меня интересовал контекст, да, музыка не существует в вакууме. Вот. И поэтому это одно. Во-вторых, люди действительно пережили войну, многие из тех, с кем я разговаривал, и они начинали вспоминать эвакуацию, или кто-то был в гетто, многие из гетто бежали в партизанку. И таким образом переживают, отвечаю уже на второй ваш вопрос. И поэтому люди рассказывали о всей своей жизни. И это потрясающе. У меня более 60 часов видеозаписей, около 100 часов аудиозаписей, что аудио я начал раньше записывать, чем видео. Это энциклопедия еврейской жизни, это все подряд, оттуда можно выуживать очень многие интереснейшие сведения, которые интересуют прежде всего не только меня, но и людей, занимающихся в принципе общей еврейской историей в конкретных местах, потому что это все очень локально, да, мы говорим о каких-то конкретных местах, Бешенковичи, Чашники, Лепель, Бобруйск и так далее, да, то есть это вот живая история, вот, и, то есть отвечая на второй ваш вопрос, да, люди, кто-то был в эвакуации, кто-то возвращался, уносили с собой, вот как по признанию моих респондентов, там самое ценное, иногда этим самым ценным была скрипка, которую носили с собой. Да, люди терпели лишения, да, значит, люди бежали в партизанку, кто-то был в армии, значит, в действующей армии, как мой дед тоже. То есть именно это было способом выжить. Либо быть в партизанах, либо на фронте, либо в эвакуации. Третьего пути фактически не было. Хорошо. Прежде чем мы продолжим слушать наших телезрителей, я бы хотел, чтобы все-таки музыка присутствовала и в нашей передаче. Да, поэтому, пожалуйста, сейчас мы с удовольствием послушаем звонки новые, но сейчас дайте, пожалуйста, еще один следующий фрагмент музыкальный. Идиш, конечно, идиш. Ich gebe auf mein Hand und ich schwör, in Gottes zu bleiben nicht mehr, das Land zu befreien mit Blut zu verleihen. Ich gebe auf mein Hand und ich schwör, das Land zu befreien mit Blut zu verleihen. Ich gebe auf mein Hand und ich schwör, Verstehung zu werden war England, zu beten nicht irgendein Land.
Шабатинске садея, как мировом дослан. Но эйна враудея, на Шабатинске садея, как мировом дослан. Прекрасно, прекрасно. Я хочу сказать, что больше музыки, больше, намного больше музыки, и вот очень интересно, вы потом прокомментируете, Дмитрий, вы услышите 4 марта в 5 часов вечера в ресторане «Националь» в Бруклине. У нас на линии Аркадий. Аркадий, сейчас, одну секундочку, сейчас просто у нас человек очень давно ждет. Аркадий, это откуда у нас? Добрый Канада. день. Канада, Аркадий. Здравствуйте, Канада. Аркадий из Здравствуйте, Аркадий. Торонто. Торонто. Здравствуйте, Торонто. Тарантейщина, здравствуйте. Я прожил в Литве 40 лет, моя семья. Это был оазис, самые тяжелые антисемитские годы. В Литве, в Вильнюсе был замечательный, самодеятельный ансамбль, оркестр. То есть Файрлах. и хор, и соло, и танцы. Это было что-то в то время потрясающее. Но их никуда не пускали, кроме ближайшие литовские города. Потом, значит, что интересно... Аркадий, я они прошу прощения. хором уехали Аркадий. И, приехав в Израиль, организовали этот же ансамбль и назвали Визан Ви... Я вас не слышу. Я же выключил телевизор. Все, спасибо за передачу. И я просто вспомнил, извините, что забрал ваше время. Нет, все нормально. Спасибо большое. Был в Литве ансамбль Файрлах, действительно, и потом многие переехали в Израиль из этих музыкантов в начале 90-х. Значит, да. первое, я бы хотел, чтобы все-таки ты пару слов сказал о Да, том, что видеосюжете, который мы видели. Пел человек не из вашего ансамбля. Скажем. Не из нашего ансамбля. Это спектакль, или сложно сказать, что это спектакль, концерт, мультимедийная инсталляция, которую я сделал на основе вот этих полевых записей, интервью. То есть это человек из народа, из жизни. Человек из Бреста, его зовут Михаил Ланцевицкий. Он был в Бейтарах, это была такая военизированная сионистская организация в Польше. Ну, Западная Беларусь, как и Западная Украина, или большая часть Западной Украины, принадлежали Польше, да, между войнами. И этот человек пел сионистскую песню на идиш. И вот этот спектакль Traveling the Yiddish Land, который мы в этом марте и апреле будем играть, это бесплатные концерты, и все могут прийти в колледжи CUNY, в Бруклин колледж, Квинс колледж, Лейман колледж и Барух колледж. Значит, мы фактически то есть ансамбль Литвакус, мостик между этими людьми и аудиторией. Мы помогаем, мы являемся рамкой. Мы помогаем этим людям, так сказать, выступить. Многие из них уже так говорят, Афьянервелт, их уже нет с нами. Хотя Михаил Ланцевицкий, я знаю, еще жив, я общаюсь с его внучкой. Да, и вот фактически это шоу, этот спектакль привносит эти редкие песни в сегодняшний Нью-Йорк, сегодняшний мир. Дмитрий, я бы очень и очень многое хотел бы еще спросить и многое поговорить. И наверняка те телезрители, которые звонят, очень много было звонков, но, к сожалению, мы просто не в силах взять все звонки. Скажи, пожалуйста, как с тобой связаться? Ты хочешь сказать какой-то Наверное, электронный адрес я оставлю. Да. Литвакус, да, вот это или какой? Литвакус, да, это мой ансамбль, что там написано? Litvakus.com, да? Да, или так, facebook.com/Litvakus. Или можно на электронный адрес просто прислать мне имейл, dimikl, dimikl, @gmail.com. Dimikl? Dimikl, dimikl. Dimikl. Да, или просто зайдите на сайт facebook.com/Litvakus. Litvakus.com тоже самое. Потому что многие хотели бы узнать, может быть, у многих есть желание что-то такое вам подсказать, поделиться. Да, но в любом случае ты разбередил меня, я уверен, многих какие-то воспоминания, какую-то душу, и поэтому это будет очень интересно. Приходите послушать музыку вот в ресторан «Националь» 4 марта в 5 часов дня. Ну и то, что ты сказал, что будут концерты в разных колледжах, тоже можно. Это Traveling the Yiddish Land будет с 20-го, и учите идиш, марта. Приходите в еврейские учите центры идиш, да. Learn Yiddish. в Бенсонхерсте.
Ну, а сейчас я хочу только одно сказать. Спасибо. Спасибо Продолжай вам, свое Борис. творчество. Действительно, это очень интересно. И это открывает и душу, и делает настроение. Поэтому да здравствует музыка, которая идет вместе с весной и Аллах вместе с праздниками. Спасибо С вам праздниками большое. вас, с праздниками. И, уважаемые телезрители, вам, как всегда, я признателен за то, что понедельник, неделю вы начинаете с передачи «Контакт по понедельникам», которую для вас всегда с огромным удовольствием ведет Борис Тенцер. До новых встреч!